продолжение истории в здании бывшего пединститута, ныне в 8-м корпусе СГУ, завершили реставрацию настенной росписи советских времен. Напомним, ее случайно обнаружили летом 2020-го. Во время ремонта мастера готовили стену, чтобы установить новый мемориальный комплекс. Тогда-то под слоем побелки и обнаружили изображение. Его автор Юрий Руднев работал над полотном в 1979 году. Сколько лет прошло, я приходил, у меня тут родственница работает, в приемной комиссии работала, ну и она сейчас работает, в общем-то. Я всегда смотрел на эту роспись, там, ну как-то уже примелькалось и не придавал этого значения. Но в принципе это сейчас нету, у нас в городе нету нигде таких работ. Все позакрасили, все постирали. Вот. А потом, когда делали ремонт, она мне говорит, все закрасили, я приходил сюда. Да, ничего уже не было, ничего. И вдруг тут она мне звонит, говорит: Николай, тут начали ремонт делать, мыли стену, и кусок этой росписи нашли. Как только полотно обнаружили, провели экспертизу, ценность подтвердилась. Так настенные плиты демонтировали и отправили на реставрацию. Изображение нарисовано на обычном ДВП, за годы края порушились. Остались отверстия от гвоздей и шурупов. Изъяны исправили, смыли штукатурку. Полотно восстанавливала Татьяна Земцова. Опыт бесценный. И только сейчас, по прошествии некоторого времени, начинаю понимать всю ценность данного полотна. То есть не так часто у нас встречаются такого рода памятники. Обновленное полотно вернулось на Коммунистическую, 25. На прежнем месте сейчас мемориал, установленный в память о студентах и преподавателях, погибших в годы Великой Отечественной. Потому советское панно разместили на соседней стене. Народные костюмы, яркие краски, частичка души в каждом полотне. В Нацгалерее Коми работает выставка «Чьих будешь?». Автор картин Сергей Анучкин, художник из Москвы. Лет 10 назад он дважды побывал в нашей Северной Усть-Цельме. Море чувств и впечатлений вылились на холст. Получилась целая серия, 20 картин. Виктория Денисова окунулась в мир искусства. Вот она, душа Усть-Цельмы. В образе девушки перемешалось все. Открытость, доброта, честность. Улыбка светится счастьем. А вот руки, в свою очередь, скрещены. Это жест старообрядцев. Ну и символ верности в своих убеждениях. Суровые таежные условия, богатство старинных традиций, отзывчивость и щедрость. Именно такой Усть-Цельма предстала перед художником Сергеем Анучкиным. Лет 10 назад по наставлению своего учителя он отправился в Северное село собирать материалы для дипломной работы. Целая палитра чувств и эмоций обернулась 2 десятками этюдов. А вот и Катенька нарядная. Девочка впервые в жизни примерила наряд, подаренный тетей-мастерицей. Усть-Целемочке всего 3 года. Художнику пришлось изрядно попотеть над картиной. Едва ли юная непоседа могла долго усидеть на одном месте. Приехал в Усть-Цельму, отправился на местный праздник и увидел ее, Катеньку. В этих-то глазах Сергей Анучкин и прочитал то самое «Чьих будешь?». А я тогда приехал из города Москва, будучи студентом, такой в джинсах, маечке, ходил там, в общем, и так разглядывал все. Она такая красивая, степенная в наряде. И вот она на меня так смотрела, как бы задавая вообще вопрос, кто ты такой? Чьих ты будешь, собственно? Как ты тут оказался? Слова запали в душу, стали центральной темой экспозиции. Познать традиции через корни, вместе с тем найти в этом мире себя. Мысли, навеянные красотами усть-цельмских просторов, добротой широкой души северян. В каждом образе ответные чувства художника на открытость, гостеприимство и желание помочь, с которыми встречали Сергея Анучкина на берегах Печоры. Картины хорошие, мне очень нравятся. Они живописные, яркие, сочные. Я вот сам такого плана люблю сочную живопись. Обрядовые хороводы, песни и гуляния. Испокон веков традиции несут сакральный смысл. Примечательно, в этом году Усть-Цельма празднует солидный юбилей – 480 лет. Прекрасный подарок ко дню рождения старинного села. Это его 2-я персональная выставка в Сыктывкаре. Первая была несколько лет назад. Часть работ, которые представлены здесь, они были представлены на той экспозиции. И действительно отмечали люди особую атмосферу этой экспозиции, этой выставки. И все уходили под большим впечатлением, независимо от того, знаток искусства, либо это любитель.
19 работ останутся в Сыктывкаре. Сергей Анучкин передает их фондам Нацгалереи Коми. Выставка же продлится до 12 июля. К слову, автор, как закончил работу над этими этюдами, больше кисть в руки не брал. Говорит, рано было. Занимался преподаванием. Но сейчас предчувствует новый творческий наплыв. Того и гляди, вот-вот выльется на холст с новой силой. Виктория Денисова, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.